Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я рада вас приветствовать на вебинаре Республиканского методического объединения учителей химии. Сегодня у нас с вами двое приглашенных. Это председатели республиканских предметных комиссий по государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов Быховцова Светлана Ильинична и Канева Светлана Ивановна. Сегодня мы услышим краткий анализ по результатам ОГЭ 2019 и по результатам ЕГЭ 2019. Также, насколько будет возможно, наши председатели дадут методические рекомендации по подготовке к государственной итоговой аттестации 2020 года. Слово передаю Светлане Ильиничне. Пожалуйста. Добрый вечер, коллеги. Я представляю вам результаты ОГЭ 2019 года. Итак, по итогам 2019 года вы видите, что количество учащихся, которые в этом году сдавали основной государственный экзамен по предмету химия, несколько уменьшился по сравнению с 2018 годом и составил 1051 человек. Значит, если мы посмотрим с вами динамику результатов ОГЭ по предмету за 3 года, то вы видите, да, зеленым показаны позиции, в которых мы улучшили свои результаты по сравнению с 2018 годом, и вы видите, что у нас меньше получено трое учащимися, и значительно возросло количество учащихся, которые за основной государственный экзамен. Значит, посмотрите, пожалуйста, что и количество пятерок по сравнению с 2018 годом у нас тоже несколько уменьшилось. На слайде представлены результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом типа образовательной организации. Ну и красным цветом выделены позиции. Это основная и средняя общеобразовательные школы, учащиеся которых получили отметку 2 по результатам 2019 года. Значит, на слайде представлено 11 образовательных организаций нашего региона, которые продемонстрировали наиболее высокие результаты основного государственного экзамена по химии. Ну и, конечно, радует, посмотрите, качество обученности. Здесь, конечно, вы увидите, что лицеи, школы с углубленным изучением предметов традиционно показывают несколько более высокий результат, чем общеобразовательные школы. Но это, в принципе, закономерно. Теперь вашему вниманию представлен статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий контрольно-измерительных материалов ОГЭ в 2019 году. На слайде представлен номер задания, проверяемые элементы содержания и умения, уровень сложности и процент выполнения средний по региону. Зеленым цветом обозначены те позиции, где уровень сформированности умений и овладения содержательными элементами находится на оптимальном уровне, то есть превышает 80% в среднем по региону. Итак, посмотрите, значит, первые 5 позиций у нас это раздел у нас вещество. И здесь мы видим, да, что и строение атома, и периодический закон, валентность достаточно высокие, имеют средний процент выполнения. Я, коллеги, кратко, полностью не раскрываю содержание всех элементов, то есть у вас на слайде все это представлено. В этом блоке несколько хуже учащиеся справились со строением молекул, подразумевающих определение химической связи. И традиционно вопрос, связанный с простыми и сложными веществами, основные классы неорганических соединений, у учащихся вызывают некоторые затруднения. На следующем слайде у нас представлены следующие позиции, и вы видите здесь, да, что учащиеся в блоке химические реакции достаточно успешно овладевают реакциями ионного обмена и условиями их протекания. И как только мы переходим с вами к категории химических свойств, здесь учащиеся испытывают затруднения на протяжении уже, по крайней мере, нескольких лет. Итак, химические свойства простых веществ, металлов и неметаллов. Посмотрите, у нас с вами процент выполнения по региону ниже
50%, что несколько нас настораживает всех и должно быть для вас как раз вот тем пунктом, на который стоит обратить внимание при подготовке учащихся к ОГЭ 2020 года. Традиционно на протяжении нескольких лет у нас с вами химические свойства оксидов, основных амфотерных и кислотных, достаточно низкий процент выполнения по региону. Посмотрите, 43,67% учащихся. Очень приятно отметить, что 13-й вопрос, связанный с чистыми веществами и смесями, способами разделения веществ, достаточно высокое выполнение здесь вы видите, 86,96%. Задания 14, 15, 16 у нас выполняются на оптимальном уровне. Здесь вы видите, в очередной раз подтверждается, что на повышенном уровне учащиеся хорошо справляются с блоком понятия вещество. Это периодический закон Дмитрия Ивановича Менделеева и закономерности изменения свойств элементов, как на базовом, так и на повышенном уровне. Окислительно-восстановительные реакции, окислитель-восстановитель на базовом уровне у учащихся достаточно высокий уровень сформированности и умений, и овладения содержательными элементами. И вычисление массовой доли химического элемента в веществе тоже имеет очень достаточно хороший уровень сформированности навыков и умения. 17-й вопрос. Первоначальные сведения об органических веществах. Традиционно у нас с вами носит такое промежуточное состояние, то есть нельзя отнести, что он у нас очень низкий, и в то же время мы не можем сказать, что он у нас находится на оптимальном уровне. Кстати, следует отметить, что с этого года этого вопроса в основном государственном экзамене нет. Итак, мы перешли с вами к вопросам повышенного уровня. Это вопрос 18 и 19. И здесь мы с вами опять же видим, да, посмотрите, на повышенном уровне химические свойства простых и сложных веществ чуть выше 50% выполнения по региону. Несколько подросло процент выполнения заданий 18-го. Это качественные реакции, получение газообразных веществ и определение характера среды раствора кислот щелочей с помощью индикаторов. Здесь у нас с вами процент выполнения порядка 60,23% на допустимом уровне, то есть есть над чем нам с вами поработать. Итак, мы перешли с вами к части 2. И на протяжении 3 лет здесь прослеживается несколько улучшились показания при выполнении задания 20-го, связанного с окислительно-восстановительными реакциями и с определением степеней окисления, а также окислителей и восстановителей. Здесь процент у нас подрос и составил 64,7%. Умения, вычислительные навыки оставляют пока достаточно серьезный вопрос, потому что 56,77 вопросов – это вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе, а также вычисление количества вещества, массы и объема по количеству вещества, массы и объему одного из реагентов или продуктов реакции. Традиционно вычислительные задачи такого уровня пока менее успешны у учащихся, выбирающих основной государственный экзамен по химии. Ну и, конечно же, наиболее сложным остается вопрос химические свойства простых веществ, химические свойства сложных веществ и взаимосвязь различных классов неорганических веществ, реакции ионного обмена. 22-е задание – это теоретический эксперимент, который, посмотрите, очень низкий процент выполнения по региону, всего 33,23%. И если говорить у нас о тех методических рекомендациях, которые нам предстоят в этом году, мы с вами будем выполнять не только теоретически это задание, но и в этом году, в 2020, у нас существенное изменение, у нас будет реальный эксперимент. Задание 24.
Значит, я еще раз выделила вам те позиции, чтобы вы обратили внимание в качестве тех, наверное, особенностей, на которые стоит обратить внимание при подготовке учащихся, выбравших химию в качестве основного государственного экзамена. Итак, давайте еще раз с вами обратим внимание. Это вопрос 9. Химические свойства простых веществ, металлов и неметаллов. Это химические свойства оксидов, основных, амфотерных и кислотных. Это первоначальные сведения об органических веществах на ваше усмотрение. Этот вопрос у нас убран в этом году из основного государственного экзамена. И на повышенном уровне, опять же, химические свойства простых веществ и химические свойства сложных веществ. Часть 2. На что надо обратить в большей степени? Это, опять же, решение задач по уравнениям. Опять же, использование понятия массовая доля растворенного вещества в растворе, с тем, чтобы эти вычислительные навыки позволили ребятам в этом году решить задачу, всем, наверное, да? Ну и, конечно, обратить внимание на 22-й вопрос, который будет присутствовать у нас в этом году в 2 заданиях. Это задание 23, это задание 24. В 23-м этот вопрос несколько видоизменился. И если раньше учащихся просто просили осуществить цепочку, подобрать реактивы и составить, как с помощью них получить то или иное вещество, то в этом году, в 23-м задании, предполагается, что учащиеся должны показать химические свойства определенного соединения. То есть не только его получить, а именно доказать, какие у него химические свойства. И исходя из этого, спланировать эксперимент на основании тех реагентов, которые будут предложены, и в 24-м задании провести эти реакции, которые учащийся в 23-м задании составил. Типичные ошибки, которые были допущены в этом году. Итак, задание 21. Это неверное определение степени окисления элементов в формулах солей с кислород-содержащими кислотами, в бинарных соединениях типа фосфид, кальция и других. Дальше. Неверное определение окислителя и восстановителя. Допускаются ошибки учащиеся в составлении электронного баланса. Это математические ошибки, несоответствие числа отданных и принятых электронов. Допускаются записи типа P2 в степени окисления -3, а мы с вами помним, что только у молекул простых веществ может использоваться индекс. Допускаются ошибки при составлении электронного баланса для двухатомных молекул: хлор, фтор, бром и другие, азот, водород, кислород, то есть двухатомные молекулы. Допускаются ошибки при определении коэффициентов в уравнениях реакций. Это по заданию 21. При выполнении задания, это было по 20-му, при выполнении задания 21, обратите внимание, да, наши учащиеся очень невнимательно читают условия задачи, и вследствие этого в качестве типичных ошибок наблюдается, что путают формулы соединений, то есть подменяют. Вместо серной кислоты пишут соляную, вместо карбоната пишут сульфат, вместо кальция могут взять калий и наоборот. Вторая такая ошибка – это относительно атомная масса хлора. Давайте все-таки как-то с ребятами будем работать. Это грубая ошибка. У хлора атомная масса 35,5, и мы ее не имеем права округлять ни в 35, ни в 36. Следующая типичная ошибка для задания 21 – это для расчетов используют неокругленные значения относительной атомной массы. У нас с вами принято, что относительная атомная масса – это целое значение, исключение только хлор. Достаточно большая доля учащихся путают единицы измерения. Относительная молекулярная масса, малярная масса, масса, количество вещества, масса раствора. Допускают ошибки при определении единиц измерения. И
Что еще здесь вот часто очень встречается, находят или работают с тем реактивом, о котором в задаче не спрашивается. То есть вместо массы могут найти объем, вместо одного вещества работают совсем с другим. Это, естественно, приводит к тому, что задача не может быть оценена в полной мере. Задание 22. Первое. Очень часто встречающаяся ошибка – это неправильно подобранные вещества для проведения мысленного эксперимента. Второе. Используют в задании вещества, которые отсутствуют в условии задачи. У нас с вами 22 задание. Это задание, в котором даны определенный подбор реагентов, с которыми мы и работаем. Поэтому использование каких-то других иных вариантов недопустимы. Неправильно расставленные коэффициенты в молекулярных уравнениях, допущенные ошибки при описании признаков реакции. Часто путают их с описанием процесса химической реакции. То есть в качестве признака реакции пишут образование воды, образование соли, вместо того, чтобы указать выделение газа, цвет осадка, растворение осадка и другие какие-либо варианты. Кроме того, посмотрите, у нас с вами присутствует такой признак реакции, как выделение или поглощение энергии, но этот признак не визуальный, он в задании 22 использоваться не может. Мы его не видим и не наблюдаем. Поэтому вот здесь тоже стоит обратить на это внимание. Ну и, конечно же, при составлении сокращенного ионного уравнения. Бывает очень обидно, когда учащиеся составили сокращенное ионного уравнения, но забыли, что оно сокращенное, и не сократили коэффициенты. Это грубая ошибка, в этом случае уравнение у нас не засчитывается. Если очень коротко, коллеги, я думаю, что вы все посмотрели и ознакомились уже с демоверсией ФИПИ, на которой представлены все те изменения, которые ждут нас в 2020 году. Значит, здесь стоит обратить внимание, что в принципе демоверсия 2020 года диаметрально не отличается от демоверсии 2019 года. Меняются только некоторые подходы. Ну, во-первых, за счет того, что у нас убрано 17-е задание, у нас добавляется задание 1, которое предусматривает выбор утверждения, относящиеся к понятию химический элемент или простое вещество. И в основных базовых заданиях у нас изменения претерпели некоторые позиции, в которых вместо выбора ответа одного из 4 добавляется выбор нескольких вариантов ответа. Это в базовой части. В части 2 у нас с вами добавляется реальный эксперимент, который будет осуществляться как подтверждение того задания, которое они разобрали в задании 23. То есть сразу хочу обратить ваше внимание, чтобы вы донесли до учащихся. Не будет такого варианта, что учащийся придет и со всеми выбранными, представленными ему реактивами проведет уравнение реакции методом тыка. Да, то есть солью то или солью это. Такое не предусмотрено. Учащийся на практическое задание, на задание 24 получает 2 пробирки, набор реактивов, и он выполняет только те 2 реакции, которые он составил в задании 23. Поэтому здесь вот это вот очень, на мой взгляд, существенный вопрос, который с учащимися надо проработать. У него не будет возможности второй, у него только один вариант проведения задания 24. Более подробно о всех изменениях в демоверсии и реальном эксперименте 2020 года, я думаю, что мы можем с вами обсудить это в марте или в апреле, после того, когда пройдет уже обучение председателей РПК, и мы познакомимся со всеми теми подходами, которые рекомендуют нам ФИПИ. Спасибо за внимание. Я готова ответить на ваши вопросы, если таковые есть.
Если вопросов нет, значит, я передаю слово Каневой Светлане Ивановне, которая познакомит вас с результатами единого государственного экзамена в 2019 году. Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на Республиканском методическом объединении химиков и представляю вам небольшое выступление по результатам ЕГЭ за 2019 год и изменения в КИМ в 2020 году. Итак, давайте посмотрим с вами характеристику участников ЕГЭ по химии в 2019 году за последние 3 года. Как вы видите, в 2019 году произошло небольшое увеличение числа участников, которые писали и участвовали в экзамене по химии в 2019 году. Надо отметить, что количество юношей у нас из года в год тоже увеличивается, небольшой процент, но все-таки происходит увеличение числа юношей по сравнению с предыдущими годами. На следующем слайде вы видите, сколько участников принимало в ЕГЭ по химии в 2019 году. Всего 593, учитывая, что выпускники текущего года 552 человека и, соответственно, выпускники по программам среднего профессионального образования 12 человек и выпускники прошлых лет 29 человек. Теперь давайте посмотрим, как распределились вот эти 552 человека, участника ЕГЭ в 2019 году. Это выпускники 2019 года. Из них выпускники школ 319 человек, выпускники школ с углубленным изучением отдельных предметов 100 человек, выпускники лицеев по республике 48, гимназии 53, лицея-интерната 31 человек и выпускники кадетских школ 1 человек. Да? Значит, основные результаты ЕГЭ по предмету за 2019 год. Ну, наверное, не совсем удачная вот эта таблица, и, может быть, даже не очень удачная будет диаграмма. Дело в том, что мы помним о том, что у нас минимальный балл – это 36 баллов. Но вот так вот распределили в данном случае и составили таблицу. Можно посмотреть те же самые числа, увидеть на таблице. И на диаграмме, конечно. Значит, вот посмотрите, значит, в данном случае 40-49 баллов набрали 113 человек, 50-59 баллов 113, ну и дальше идет, конечно, 60-69-119, а дальше идет уменьшение количества человек, набравших довольно высокие баллы, то есть это так называемые высокобальники. На следующем слайде представлена Республика Коми, средний балл за последние 3 года. Произошло небольшое увеличение среднего балла, 56,7, и получили от 81 до 100 баллов в 2019 году 57 человек, и 100 бальников у нас в 2019 году 5 человек.
Я не стала представлять числа и проценты по различным заданиям. Я решила, что вот предоставлю вам выводы, перечень элементов содержания, которые, в принципе, можно считать достаточным. И на слайде вы видите, что, в принципе, вот с этими заданиями, где прозвучали эти темы или разделы, в данном случае учащиеся выполнили более или менее хорошо, то есть достаточно высокий процент. Это строение электронных оболочек, это электронная конфигурация, электроотрицательность, это закономерности изменений химических элементов и их соединений по периодам. Но, к сожалению, да, классификация неорганических веществ, номенклатура неорганических веществ, скорость химической реакции. Вот с этими темами и разделами дети справляются достаточно хорошо. Высокий процент выполнения этих заданий. Но есть, конечно, элементы содержания, которые нельзя считать достаточными, то есть это будут низкие проценты выполнения. Как вы видите, это ковалентная химическая связь, это типы кристаллических решеток, это, конечно, свойства неорганических веществ, простых, сложных, амфотерных гидроксидов и оксидов. И, к сожалению, вот этот перечень, он очень достаточно длинный. Конечно, у нас, как всегда, страдает органическая химия, в том числе различные разделы органической химии. Это темы, это углеводороды, это кислород содержащие, это азот содержащие органические соединения. Сложно дается детям качественные реакции на неорганические вещества и ионы, а также на органические вещества. И, в принципе, вот повторение реакции окислительно-восстановительные, реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов, все вот эти вот темы, они пронизывают, вы помните, контрольно-измерительный материал от начала до конца. Где-то базовый уровень, где-то повышенный уровень, где-то, соответственно, высокий уровень. И, конечно, вот последние пункты – это расчеты массы вещества, если одно из веществ дано в виде раствора с определенной массой доли растворенного вещества. То есть это я говорю о задании номер 34, и последнее установление молекулярной массы – это задание 35. Надо сказать, что задания 34 и 35, в общем-то, решаются экзаменуемыми очень, ну, в общем-то, очень слабо. И процент выполнения он даже не достигает 50%. Там процент выполнения где-то до 20%. Я произнесу чуть-чуть попозже 34 и 35 задание, когда перейду вот к сегодняшнему году, 2020 году, когда дети будут писать ЕГЭ, соответственно, и какие изменения нас ожидают. Итак, значит, изменения в части 2 КИМ ЕГЭ. Особенно на это обращаю внимание. В 2020 году количество веществ, приведенное в перечне к заданиям 30 и 31, увеличено до 6. И в формулировку будут внесены уточнения. Это уточнение ограничивает вариативность уравнений реакций, которые экзаменуемый сможет составить на основании приведенного в условии перечня. Уточнение касается признаков протекания реакции, которые будут наблюдаться или не наблюдаться в результате данной реакции. К чему это приводит? Приводит к следующему. Вот эти жесткие ограничения в 30-м задании приведут, вы, наверное, уже демо-версии видели, конечно, приведут к тому, что учащиеся из нескольких вариантов вот этого задания, где можно написать несколько уравнений окислительно-восстановительных реакций, вот эти ограничения выведут только на одно уравнение. И если экзаменуемый не сможет выбрать нужное уравнение, в результате этого за то, что он выбрал неправильное уравнение и, соответственно, написал баланс к своему уравнению, учащиеся получат 0 баллов за выполнение 30-го задания.
То есть, если в прошлом году мы учитывали и рассматривали, что ребенок не всегда правильно учитывал среду раствора и дописывал уравнение реакции с той средой, которую он выбрал, а баланс принимался за правильный баланс, то есть, если ребенок правильно его выполнил, то эксперт учитывал и рассматривал, что этот баланс можно считать однобальным. Дальше я сразу хочу сказать следующее. При выполнении 30-го задания нужно обращать внимание на запись степени окисления. Не на заряд иона, а на запись степени окисления. Если ребенок неправильно записывает степень окисления, например, у марганца 7+, значит, в данном случае это считается грубейшей ошибкой. Поэтому с 30-м заданием нужно аккуратно и аккуратно работать. Мало того, что выбирать правильно окислителя-восстановителя, выбирать четко, к чему приведет это ограничение, нужно смотреть, соответственно, на запись степени окисления. Чем грозит значит, в данном случае 30-е задание? Чем грозит нам 31-е задание? 31-е задание предусматривает проверку умения составлять уравнения обменных реакций, протекающих в водных растворах электролитов. Значит, в данном случае все прекрасно, кроме одного. Вводятся ограничения в 31-м задании и будет четко оговорено, с чем должен прореагировать электролит, представленный в перечне веществ. Значит, максимально здесь 2 балла. Опять-таки, обращаю внимание на запись реакции ионного обмена. Значит, в данном случае заряд иона должен записан правильно. То есть, если мы говорим о сульфат-ионе, то ни в коем случае нельзя записывать заряд -2. Только 2 минус. Если происходит именно такая запись -2, это означает, что у ребенка не сформированы умения, а следовательно ребенок в результате этого потеряет 1 балл за запись реакции ионного обмена, а именно в данном случае полного ионного уравнения. Дальше. Мы должны помнить о том, что задание 31 экзаменуемым предоставляет сокращенное ионное уравнение, а это означает только одно, что там должны быть сокращены коэффициенты. Если этого не происходит, к сожалению, это считается достаточно грубой ошибкой. Значит, если рассмотреть задание номер 32, то в модель задания 32 здесь изменений не внесено. Максимальное число баллов за правильно выполненное задание равно 4. Мы помним о том, что здесь проверяется генетическая связь неорганических веществ, и, соответственно, в принципе, в задании 32 каждое уравнение реакции говорит о том, что вот прошла такая химическая реакция. И, конечно, в результате этого нужно очень внимательно читать каждое предложение, потому что в предложениях сказано о том, как идет реакция, каковы условия. И если не выполняются условия, то, конечно, в данном случае уравнение не считается правильным. И, соответственно, конечно, здесь идет потеря баллов у детей. Задание 33. Задание 33 направлено на проверку сформированности умения составлять уравнения реакций, отражающих взаимосвязь органических веществ различных классов. Максимальное количество за правильно выполненное задание равно 33. Равно 5, конечно. Значит, вот посмотрите, пожалуйста, что мы в этом задании будем иметь. В этом задании снижено число известных промежуточных продуктов реакции или условий проведения реакции. Это значит, что, возможно, будет закрытая цепочка, практически закрытая цепочка. Дано вещество первое и дано вещество последнее. Может так, может наоборот, где-то в центре цепочки дано, будет оговорено, что получено, а на стрелочках будут записаны только условия реакции.
Это задание на сегодняшний день, да, представляет тоже достаточно сложное, поскольку вот такие цепочки, чтобы их выполнить, нужно как раз обращать внимание на условия прохождения реакции. И еще один момент. Вы помните, что задание 33 требует написания либо структурной формулы, сокращенной структурной, либо скелетной. И желательно ошибки делают учащиеся при записи. Это соединений класса арены. Значит, это производные бензола, и, соответственно, когда пишут вот эти бензольные кольца, и когда запись идет, структурная формула, допустим, бензольного кольца, то есть бензола в данном случае, то вот здесь неаккуратности приводят к тому, что эксперт может сомневаться в том, что у ребенка не сформированы умения записывать данную формулу. Поэтому я прошу вас, обратите внимание на аккуратность, на запись данных формул, а именно структурных формул. Так, задание номер 34. Значит, изменения в данном случае, изменения в модель 34 не внесены, конечно, но о чем мы говорим? Обратите внимание, что на второй пункт расчеты с использованием понятий растворимость и массовая доля вещества в растворе. И я должна произнести вот какой момент, должна обратить внимание вот на какой момент. Задание номер 34 в этом году по сравнению с прошлым годом, оно, конечно, не будет проще, оно будет все сложнее и сложнее. Поэтому вариативность решения этой задачи будет увеличиваться. И сложность, соответственно, тоже этого задания однозначно увеличивается. Ни о какой простоте задачи мы речи здесь не ведем. Вы помните и по прошлому году, что там задание 34 было достаточно сложное для решения. И вот эти задания 34, конечно, малый процент выпускников у нас выполняют. Вы помните, что оно 4-бальное и, соответственно, рассчитывается таким образом, что нужно учитывать и правильные уравнения, и выход в данном случае на физические величины, которые даны в задаче, на логическую связь, то есть переход на дальнейшее решение и, как правило, на массовую долю растворенного вещества в растворе. 35-е задание. В данном случае в 2018 году в результате объединения первого и второго критерия оценивания балл был изменен. И вы помните, что 35-е задание составляет всего лишь 3 балла. Первый балл за нахождение молекулярной формулы, второй балл за структурную формулу и третий балл за уравнение реакции. Могу сказать, что до первого балла большая часть выпускников, конечно, доходят, выводят истинную молекулярную формулу, то есть от простейшей могут дойти до истинной молекулярной формулы, но далее вызывают сложности структурные формулы веществ и, естественно, написание уравнения реакции. Ну, вот я думаю, что, в принципе, вот все, что я могу рассказать об изменениях и о том, что мы видели за 2019 год. Итак, уважаемые коллеги, мы надеемся, что информация, которая сегодня прозвучала, вам будет полезна. Вы будете готовить учащихся к государственной итоговой аттестации. Также я хочу сказать, что мы приглашаем Светлану Ильиничну и Светлану Ивановну еще в феврале к нам, для того, чтобы, ближе, как говорится, к моменту, к экзамену, появятся какие-то уточнения, возможно, да, мы узнаем после их обучения, какие еще новшества будут введены. И поэтому на следующее заседание Республиканского методобъединения я приглашаю вас 26 февраля. Также, кроме особенностей по государственной итоговой аттестации, предлагаю рассмотреть вопрос конкурсов для учителей, которые, собственно, нам нужны и помогают для зарабатывания баллов при аттестации. И если у вас есть какие-то, возможно, вопросы или темы, на которые вы хотели бы поговорить на вебинаре, который ожидается весной, в марте, в апреле, то присылайте, пожалуйста, или на почту, или в чат, как вам будет удобно. Спасибо за работу. Если вопросов нет,
В чате вопросов нет. Спасибо, всего доброго. До свидания.